Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вашего мужчину и узнаем, что его беспокоит, за что либо кого он переживает, ну и что терзает его душу. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему свои вопросы. Вот что тебя терзает, за что, за кого переживаешь, что с тобой не так, да? Какова природа твоих переживаний. Ну вот, есть же у вас вопросики к нему. Все, вот задавайте. Я думаю, все уже настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, ну, такая достаточно непростая отсыпка. Здесь ваш мужчина терзается тем, что он не видит своего будущего. Вот как будто бы то, к чему он привык, либо то, на что он рассчитывал, чем жил, чем дышал, как будто бы рухнуло, исчезло, испарилось, либо заканчивается вот прямо у него на глазах. И он, ну, просто не понимает, он напуган, он в истерике, да, я не понимаю, а что я буду делать дальше, а как я буду жить. Если вы в браке, да, как я буду содержать семью, что вообще с нами со всеми будет. То ли он у вас каких-то новостей начитался, то ли он у вас, ну, действительно, вот под страхом каким-то находится, да, что-то вот происходит. Знаете, вот я так скажу, это идет какая-то переоценка ценностей. Вот, возможно, он был материалист, возможно, он был очень прагматичный человек, да, делал там ставку, упор на работу, на свой бизнес, на какие-то, может быть, материальные блага, ценности. Вот, что-то произошло, я не могу сказать что, потому что это общая цыпка, я лишь только вижу какой-то ужасный страх. Страх, который его, ну, просто опустошает, подкашивает, и вот это я четко в нем вижу. Переживание. Слушайте, если мужчина начал пить прям больше дозы, да, больше нормы, чем обычно, если вдруг похудел, отказывается от еды, вот точно у него очень сильный испуг. Очень сильный. Но вижу, что вам он ничего не говорит, либо какие-то общие отговорки-то типа нормально, да ничего, разберусь как-нибудь, да, то есть какие-то общие слова вам говорит. А вы ведь видите, вы напрягаетесь, но мужчина на глазах меняется, он хереет на глазах, чахнет, да, вы это видите. Может быть, знаете, как еще, вы, может, думаете, что на нем магия. Нет, это не магия, это именно испуг. У него идет испуг. Что-то он увидел, во что-то он поверил, кто-то что-то сказал, да, либо с чем-то он столкнулся. Очень напуган, очень. Сон беспокойный, даже, знаете, как кричать может во сне, вздрагивать. Либо, знаете, еще вот может отыграться наоборот, полная бессонница, он спать не может. Потому что голова аж прям кипит. Вот что делать, как поступить, как выбраться. Ну, тут беда, понимаете, тут с мужчинкой надо работать. Тут либо испуг надо у него отливать, либо к хорошему психотерапевту его вести, чтобы из этого состояния его выводить. Но если дальше так пойдет, извините, он загонится. А дальше что? Привет, сыра земелька. Такой несчастненький мужчина, несчастненький. А вы, понимаете, вы думаете что угодно. Вот начиная от колдовства, заканчивая другой бабой. На самом деле, девочки, устыдитесь, пожалуйста, не надо такое думать. У него действительно беда, у него действительно вот поджилки аж трясутся. Вот я делаю эту отсыпку, вот у меня вот дрожь по ногам почему-то пошла. Что-то произошло, вот не показал, что, вот закрыл, двумя замками закрыл, не показывает. Но то, что плохо, это точно. Ладно, девочки, я думаю, вы своих мужчин знаете, разберетесь. Я вам подсказочки дала.
Ну, если нет денег на психотерапевта, то уж на бабушку, я думаю, которая отливку сделает на испуг, и вы найдете. Вот. По поводу, как его туда затащить, если он у вас не верит в эти вещи, я думаю, в таком состоянии он будет искать и хвататься за любой выход, вот, за облегчение своего состояния. То есть вы ему скажите: ты пойди на эту отливку, сними с себя испуг, тебе легче будет. Вот. Но я вам рекомендую все-таки персонально его отвести. Да, можно снимать на расстоянии, но все зависит еще от тяжести случая. Вот его надо лично. Причем тут одним-тремя, даже может быть, нет. Тут вам специалист скажет, который конкретно ему в лицо посмотрит, в глаза. Здесь явно придется несколько раз это все делать. Да, еще же учитывайте, что отливают на убывающую луну, да, пока там убывает. Возможно, придется даже несколько месяцев потратить на то, чтобы с этим разобраться. Так, что еще хочу сказать по вашему мужчине, что его терзает? Почему-то какой-то прям страх, что вас он потеряет, что либо теряет вас. Девчонки, возможно, он как-то плохо поступил, вас там задел, обидел. Причем понимал, что он это делает зазря, то есть нету вашей вины, вот как бочку на вас катил, да, напраслину какую-то на вас налил. Либо, знаете, как огрызнулся очень так некультурно. Я вижу, что вы на него обижены. Вот вы на него обиделись за что-то. Вот. А он, понимаете, дурака свалял. Вот под этим стрессовым состоянием, понимаете, вот вырвалось, да, а уже потом не остановился. Не извинился, не покаялся, не раскаялся. Ну, вот так вот, девочки, произошло. А теперь он ходит сам не свой, вот это боится, стрессует и думает: ну все, ну она меня питать просит, все, ну куда? И останусь я, вот та старуха с разбитым корытом, еще как завидовать буду той старухе, потому что у меня и корыта не останется, ничего не останется. Признается ли он, что с ним произошло? Девчонки, будет до последнего молчать, партизанить, либо петлять будет. Да? Он не будет говорить ни да, ни нет, вот такими-то, знаете, кругами будет наворачивать. Ему то ли стыдно, то ли какая-то действительно абсурдная ситуация, да, вот то, что с ним произошло, либо что его напугало. Как только вот испуг этот с него сойдет, тогда он вам, девочки, расскажет. До этого момента будет отмалчиваться, отнекиваться, либо искажать информацию, насколько сможет. Так, по поводу других женщин. Если у него другая женщина, но я не вижу у него тут других женщин, вот именно чувств к другим женщинам, что кто-то ему там нравится, в кого-то он влюбленный, да, с кем-то он там общается, встречается. Нет, я этого не вижу. Я вижу вас и страх вас потерять. Вот это я вижу. И причем, ну, понятно, да, осознал, что он вас зазря обидел, а теперь вот сидит и извините, локти кусает. О боже, что делать, как все назад вернуть. Так. Знаете, вот еще мне не нравится, вот кто-то в его окружении есть, то ли друг, то ли, может быть, начальник, какой-то вот человек, он что-то на птицу похож. Либо имя, может, с птицами связано, либо фамилия птичья какая-то, либо, может, прозвище у него какое-то птичье. Вот с птицами, птица идет. Птица дохлая, вот честно, вот она, видите? Дохлый какой-то вот цыпленок. Вот. И вот этот человек мне очень не нравится, потому что этот человек, он что-то дурное замышляет против вашего супруга, либо против вашего любимого. Как будто бы его то ли подставить хочет, либо пытается его подставить. То есть этот человек, он как паук, который плетет в сети против вашего мужчины, либо, знаете, как взял его вот в такие клещи, да, пытается взять и зажать его. Вот здесь нужно быть поаккуратнее. Девочки, если у вашего мужа, супруга, там, любимого, да, есть друг, либо начальник, ну, вот что-то с птицами, имя, фамилия, прозвище, то прям нужно бить в барабан и мужчине своему говорить: берегись, берегись, потому что там явно что-то происходит у него за спиной.
Вот. А он прям, понимаете, он этому человеку доверяет, прям верит, даже больше, чем самому себе. Это ужас, это фатал. Ай, патовая ситуация. Но я вас предупредила. Так, что еще? Вот смотрите, у мужчины как бы две крайности. Вот мысли, да, такие, либо оставаться, терпеть и будь что будет, либо вот все бросить и куда-то вот ехать, вот куда глаза глядят, да, подальше ехать. Но это паника вот вызвана этим страхом. Вот честно вам говорю, мужчина сейчас, вот в моменте здесь и сейчас, у него сознание затуманенное, он не может критически мыслить, то есть все его решения, все его мысли — это просто как бы набор каких-то фрагментов, которые с друг другом ну, совсем не коннектятся. Поэтому, девчонки, ну, не знаю даже, спасайте своего мужчину. Ему очень нужна помощь. Даже просто вот такой, знаете, добрый душевный разговор. Ну, что происходит? Я хочу тебе помочь, я там за тебя переживаю, я тебя люблю, там за руку подержать, в глаза посмотреть. Просто немножечко его надо расслабить. Здесь я не хочу никого пугать, но извините, вот если в таком состоянии жить, то тут уже больничка начинает пахнуть. Не дай бог, конечно. Так что, девочки, тут максимальное внимание к мужчине, какая-то максимально усиленная ласка, забота, нежность, вот такие проявления к нему. То есть у него, понимаете, такое ощущение, что все, вот-вот небо рухнет, я никому не нужен, все вот полетело в тартарары, беда. Выхода он не видит. Еще смотрите, страх, что вы его бросите. Знаете, одно ваше неаккуратное слово, либо какая-то претензия, либо действительно, может, шутку его там пошлете. И этот мужчина, он, не дай бог, лучше, ладно, промолчу, да, способен на что угодно. Вот. Здесь вот как ходить по минному полю, по лезвию ножа. Ой, тяжело, прям тяжело. Еще, девчонки, хочу предупредить, у кого-то из мужчин, я не знаю, у него такие сильные боли, живот, поджелудочная, да. На язву очень похоже, не дай бог, конечно. Вот, он, бедненький, вот это мучается, молчит, ничего не говорит, терпит, много боли терпит. Либо говорит, знаете, как так, ну, типа болит, ну, чуть-чуть болит, а он не говорит всего. Это очень плохо. Да, еще, кстати, отыграется, что он, может быть, врачей либо боится, либо не доверяет. Вот, тут еще лечиться надо. Я не знаю, вы мне такого какого-то запуганного, несчастного загадали. Вот что происходит? Вот как так? В наше время и вот такие несчастные люди живут. Так, девчонки, еще хочу предупредить для девушек, у кого мужчина любит, ну, на машине, скажем так, форсить. Ну, либо быстро ездит, либо, скажем так, не пристегивается, не соблюдает, возможно, правила. Либо, знаете, вот есть такой мужчина, говорит: ой, да я вот всю жизнь за рулем, что мне там пристегиваться, либо что мне там знать, я вон закрытыми глазами, там, ногой могу, да, рулить, там, типа, мне не надо. Здесь, ну, предупреждение такое идет, что вот какой-то путь у него, вот как-то там резко, то ли поворот, то ли заворот. И там мужчина ваш-то, да, он водит, он молодец, но там какой-то, может, тоже лихой человек ехать, да, лихач ему навстречу, вот чтобы беды еще не произошло. Машину, где он ездит, надо обязательно почистить, девочки, почистить, чистку найдите себе, почистите машину, какой он ездит, и обязательно напишите своей ручкой Псалом 90 и тайным образом в машину подкиньте куда-нибудь эту бумажечку, где вы напишете. Только смотрите, бумажечка должна быть чистой, беленькой. Там не в клеточку, не в линеечку, там белая бумажка, вот однотонная, да, может там не белая, но хотя же старайтесь белую найти. Я имею в виду оттенок, может быть, да, чтобы не порисованная, не пописанная, чистая. Вот вы своей рукой пишете 90-й псалом и куда-нибудь вот в тайное место ему подложите. Так.
И еще хочу сказать, для тех, кто с мужчиной встречается, у вас встреча какая-то странная будет, ну буквально вот там сегодня-завтра, да, мужчина сам придет, и он будет такой прям бледненький, лица на нем не будет, и будет вот такой молчаливый, странный, задумчивый. Девочки, ну вот прям, если есть у вас, да, возможность такая, то вы лучше вот постарайтесь по максимуму с ним подольше побыть. Ну, дома у себя оставьте поночевать, либо там всю ночь гуляйте до утра, да. Вот не оставляйте его, потому что он прям такой потерянный, может даже каких-то делов наделать, начудить. Вот берегите вашего мужчину. Тут надо обязательно с ним разбираться и обязательно какие-то меры принимать. Мне эта отсыпка, честно, не нравится. Я, конечно, сейчас все пойду печатать, закрывать. Но не дай бог, девочки, нас тут четко предупредили. И даже смотрите, с его стороны, видите, шестерка пошла. Видите? И эта шестерка прямо ему на голову летит. А в руке у него луна. Ну, полумесяц, да. Ну, потерянный. Надо помогать, надо спасать. А то он просто рухнет под этими бедами. Это никому не нужно. Никому. У этого человека на самом деле есть будущее. И будущее очень неплохое. Но вот в моменте, да, кризисном моменте, ему нужна помощь. Он сам, но, к сожалению, я не вижу, чтобы он сам выбрался. Вот он, тайный замысел судьбы. Любовь, да, любовь его спасет. Ваша любовь к нему его спасет. Девчонки, занимайтесь. Также, знаете, хорошо поможет, если вы пойдете в храм и закажете за здравие данного человека службу, молитву. Это очень хорошо поможет. Мои хорошие, дай Бог, все обойдется, все будет замечательно. Извините за такую отсыпку, но я говорю то, что я вижу. И если можно помочь, я всегда об этом говорю. На этом все. Спасибо за внимание. Береги вас, Господь. Всем пока-пока.